Найти и спасти. Активисты Крымсоц вновь вышли к стенам российского посольства в Киеве, чтобы напомнить о судьбе исчезнувших в Крыму людей. В этом году этот список пополнился еще 2 фамилиями. Подробнее об этом Роман Спиридонов. На контур Крыма активисты крепят таблички с фамилиями пропавших на полуострове. Это и активисты Автомайдана, исчезнувшие весной 14-го, Иван Бондарей, Валерий Ващук и Василий Черныш. Это и сооснователи крымской организации «Украинский дом» Тимур Шаймарданов и Сиран Зенединов. Это сын и племянник крымско-татарского правозащитника Абдурешида Джипарова Ислям Джипаров и Дживдет Ислямов. Это член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Ирвин Ибрагимов. На території Криму зникають насправді більше людей, ніж ті, про кого ми знаємо. Зараз ми не знаємо про те, де знаходиться 15 людей. Загалом на території Криму за період окупації зникло більше ніж 38 людей. Сын Петра Выговского, Валентин, в марте 14-го 2,5 недели считался пропавшим без вести. Его потом удалось обнаружить в Симферопольской тюрьме. Поехавшего в гости к друзьям Валентина обвинили в шпионаже и осудили на 11 лет. Країну, на яку він шпигував, нібито не встановили. Сама справа була закрита повністю. На суді не був ніхто присутній ні з нашої влади, ні з родичів. Так що про саму суть справи, що судили, присудили йому, що винувачували конкретно, крім номера статті, ми теж до цього часу нічого не знаємо. После переписки с прокуратурой Российской Федерации Крымсоц удалось получить информацию о том, как расследуются дела пропавших. Ответ пришел из Крыма. Оказалось, что по многим поиск прекращен, а по активистам Автомайдана и вовсе не начинался. Приостановлено было по Шаймарданову, Зинединову, Арисланову, Абселямову, Джипарову и Ислямову. Это дела, которые приостановлены. Вследствие того, что не были установлены лица в качестве обвинения. Что касается Ивана Бондарца, Василия Черныша и Владислава Ващука, то дела вообще не были возбуждены. Юристам Крымсоц удалось узнать о еще 2 исчезнувших уже в этом году. Это живший в Крыму гражданин Узбекистана Мурат Каримов. Он исчез 17 января по пути на материк. И крымчанин-переселенец Искендер Ибрагимов. После оккупации жил в Винницкой области. Пропал в Москве, куда поехал на встречу с деловым партнером. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.